Рассказ о Шуайбе, мир ему, приводимый в священном Коране. После рассказа о народе Лута, приводимого в суре Ограды, в Коране сказано: «И мы послали к мадьянитам их брата Шуайба. Он сказал: «О народ мой, поклоняйтесь Аллаху, нет у вас Бога кроме Него. Уже пришло к вам явное доказательство от вашего Господа, так отмеривайте же и отвешивайте сполна, и не удерживайте того, что по праву принадлежит людям, и не распространяйте нечестие по земле после того, как на ней был наведен порядок. Так будет лучше для вас, если вы верующие. И не сидите на каждой дороге, угрожая людям, отвращая от пути Аллаха тех, кто уверовал в Него, и стремясь искривить этот путь. Помните, что вас было мало, а потом Он сделал вас многочисленными, и поразмыслите о том, каким был исход для тех, кто распространял нечестие. Если же некоторые из вас уверовали в то, с чем я был послан, а некоторые другие не уверовали, то проявляйте терпение, пока Аллах не рассудит нас, ибо Он лучший из судей». Возгордившиеся представители знати его народа сказали: «О Шуайб, мы непременно изгоним из нашего селения тебя и тех, кто уверовал вместе с тобой, если ты не вернешься в лоно нашей религии». Шуайб сказал: «Даже если это вам ненавистно, если бы мы вернулись в лоно вашей религии после того, как Аллах избавил нас от нее, то возвели бы ложь на Аллаха. Мы никогда не вернемся, если только этого не пожелает Аллах, Господь наш. Господь наш объемлет своим знанием все, мы же уповаем на Аллаха. Господь наш, рассуди нас с нашим народом по справедливости, ведь Ты лучший из выносящих решения». Знатные люди из его народа, которые не уверовали, сказали: «Поистине, если вы последуете за Шуайбом, то непременно потерпите убыток». А через некоторое время их погубило землетрясение, и остались они лежать без движения в своих домах, будто и не жили там те, которые сочли Шуайба лжецом. Те, которые сочли Шуайба лжецом, они-то и потерпели убыток. Шуайб отвернулся от них и сказал: «О народ мой, я довел до вашего сведения послание моего Господа и давал вам добрые наставления, так пристало ли мне скорбеть о неверных людях?» Сура 7, аяты с 85 по 93. После рассказа о народе Лута, приводимого в суре Худ, в Коране сказано: «И мы послали к мадьянитам их брата Шуайба. Он сказал: «О народ мой, поклоняйтесь Аллаху, нет у вас Бога кроме Него, не обмеривайте и не обвешивайте. Поистине я вижу, как вы благоденствуете, и боюсь, что вас постигнет наказание в тот день, которое охватит вас со всех сторон. О народ мой, отмеривайте и отвешивайте по справедливости, не удерживайте того, что по праву принадлежит людям, и не чините зла на земле, распространяя нечестие. То, что оставит вам Аллах, лучше для вас, если вы верующие, а я не являюсь вашим хранителем». Они сказали: «О Шуайб, неужели твоя молитва велит тебе, чтобы мы отреклись от богов, которым поклонялись наши отцы, или перестали распоряжаться нашим имуществом, как мы того желаем? Ты ведь кроток и благоразумен». Он сказал: «О народ мой, скажите, а если есть у меня явное доказательство от моего Господа, и Он даровал мне прекрасный удел, я не хочу отличаться от вас и совершать то, что запрещаю вам, а хочу лишь исправить то, что смогу. Помощь мне оказывает только Аллах, я же уповаю на Него и к Нему обращаюсь. О народ мой, да не навлекут на вас разногласия со мной нечто подобное тому, что постигло народ Нуха, или народ Худа, или народ Салиха. Ведь недалек от вас народ Лута. Просите же прощения у вашего Господа, а потом принесите Ему покаяние, ведь Господь мой милосердный, любящий». Они сказали: «О Шуайб, мы не понимаем многого из того, что ты говоришь, и поистине мы видим, что ты являешься одним из слабых среди нас. Если бы не твой род, мы непременно подвергли бы тебя побиванию камнями, но не думай, что ты недоступен для нас». Он сказал: «О народ мой, неужели для вас мой род дороже Аллаха, и вы отвернулись от Него? Поистине, знание Господа моего объемлет собой все, что вы творите. О народ мой, делайте все, что в ваших силах, и поистине я тоже буду делать все возможное».
Скоро вы узнаете, кого постигнет наказание, которое покроет его позором, и кто является лжецом. Ждите же, и я буду ждать вместе с вами. Когда же наше веление осуществилось, мы по милости нашей спасли Шуайба и тех, кто уверовал вместе с ним. Тех же, которые поступали несправедливо, погубил вопль, и остались они лежать неподвижно в домах своих, будто и не жили в них никогда. Да сгинут же мадьяниты, как прежде сгинули самудяне. Сура 11, аяты с 84 по 95. После рассказа о народе Лута, приводимого в суре Аль-Хиджр, в Коране сказано: обитатели Аль-Айки также поступали несправедливо. Оба этих селения, имеется в виду селение, где жили люди народа Лута, мир ему, и селение, где жили люди, к которым был послан пророк Шуайб, мир ему. Оба этих селения находились на ясно видимой дороге. Сура 15, аяты 78 и 79. После рассказа о народе Лута, приводимого в суре Поэты, в Коране сказано: обитатели Аль-Айки сочли посланников лжецами. Вот сказал им Шуайб: неужели вы не убоитесь? Поистине я посланник к вам, и я достоин доверия. Так бойтесь же Аллаха и повинуйтесь мне. Я не прошу у вас за это никакой награды, ибо наградит меня только Господь миров. Отмеривайте сполна и не будьте одними из тех, кто причиняет убытки людям. Взвешивайте на точных весах, не удерживайте того, что по праву принадлежит людям, не творите на земле зла, распространяя нечестие, и бойтесь того, кто создал вас и первые поколения людей. Они сказали: ты всего лишь один из околдованных, и ты всего лишь человек, подобный нам, а мы считаем, что ты определенно являешься одним из лжецов. Не свергни же на нас кусок неба, если ты из тех, кто говорит правду. Шуайб сказал: мой Господь лучше всех знает о том, что вы творите. Они сочли его лжецом, и поразило их наказание в тот день, когда появилась тень. Поистине это было наказание великого дня. Поистине в этом знамение, но в большинстве своем они не уверовали. Поистине Господь твой, Он всемогущий, милосердный. Сура 26, аяты со 176 по 191.